Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Элайф. И мы продолжаем нашу традицию Адвент Таро. Сегодня наш следующий расклад. Давайте смотреть, что у нас там по графику. Какой расклад будет следующий по календарю. Итак, следующий по календарю. Давайте посмотрим. Так, значит, как вы можете помочь своему внутреннему ребенку? Интересный расклад. Первый вопрос. Что сейчас чувствует ваш внутренний ребенок? Дальше, значит, вы скучали по этому, когда были маленькими. Третье. Есть ли что-то, что нужно решить? Четвертый. Как ваш внутренний ребенок влияет на вашу жизнь? Пятый. Вот что хочет сказать ваш внутренний ребенок. Шестой. Как вы можете поддержать своего внутреннего ребенка? И седьмой. Как вы можете сделать своего внутреннего ребенка счастливым? Интересно, да? Вообще проблемы с внутренним ребенком – это очень распространенные проблемы, потому что у многих людей есть психологические травмы детства. И вот мы с вами сейчас посмотрим, как, может быть, на вас это все влияет, да? И что с этим делать. Разберем проблемы ваши внутренние с вашим внутренним ребенком. Хорошо. Вообще внутри каждого из нас сидит ребенок, потому что многие даже считают, что на самом деле люди вовсе и не вырастают внутренне, для нашей души не существует времени. И какими мы были в детстве, по сути, такими мы и остаемся в каком-то смысле внутри. И, соответственно, наши детские впечатления влияют на нас очень сильно. Потому что, многие не понимают, да, что... Вот я даже помню, я не понимала в детстве, да что у меня со скатертью. Сейчас, минутку. Не хочет. Я не понимала в детстве, да, там, каких-то вещей, что почему меня считают там маленькой и так далее. То есть это все происходит потому, что вы из жизни в жизнь переходите, когда рождаетесь, даже не сразу понимаете, что вы снова там маленький человек, что вы ребенок. Хотя вот, допустим, мой сын, когда был маленьким, он всегда говорил, что он маленький, и что ему нужно успеть насладиться детством, пока он не вырос. То есть это, опять же, такой немножко взрослый подход, согласитесь. И использовать я буду колоду Таро «Путь предков». Таро «Путь предков» – это такая очень интересная колода, очень известная в некоторых кругах. И самое интересное, что вот она издается с 1995 года. У нее только три года издательства. Это 95-й, 2013, 2019, которая у меня сейчас, да, есть 2019 год. Итак, давайте начнем. Перемешаем нашу колоду. И будем анализировать вашего внутреннего ребенка. Как вы можете помочь своему внутреннему ребенку. У нас, как обычно, будет 3 позиции. И получается, что на каждую позицию первая карта – это что сейчас чувствует ваш внутренний ребенок. Да? То есть выкладывают, что сейчас чувствует ваш внутренний ребенок. Внутренний ребенок внутри каждого из нас, да, он может быть как счастлив, так и совершенно несчастен. А может ощущать просто какие-то небольшие, там, например, проблемы, да. И вот посмотрим, как он сейчас-то чувствует внутри вас себя, ваш внутренний ребенок. То есть вот это самая первая у нас карта будет. Самая первая. Да что ж ты, скатерть? Почему она такая странная? Не знаю. Почему это такая странная скатерть? Так, первая позиция. Сейчас. Вторая позиция. И третья. Что-то у меня такое нету. Сейчас, минуточку. Наверное, Демитка прошелся по этой штучке. Вот, все. Итак, первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. Сегодня расклад психологический. Вряд ли его будет кто-то много смотреть. Но я думаю, что те, кто будет, много чего для себя могут подчерпнуть. А как на психологической консультации, да, только с помощью карт Таро.
И я убираю последние две позиции в сторону. И мы начинаем с первой. Ваш внутренний ребенок. Да, как вы можете помочь своему внутреннему ребенку. Так, обозначение первой позиции. И первая карта – это что сейчас чувствует ваш внутренний ребенок. И мы здесь видим императора. А это значит, что ваш внутренний ребенок считает, что он вами управляет. Вот как ни парадоксально это здесь звучит, он считает себя главным в вашей жизни, что он управляет всеми процессами вашей жизни, что он является властителем этого мира. И вы знаете, вот бывает такое, что у вас дома есть ребенок, но он главный над всеми взрослыми. Вот есть такой, вот слышали, может быть, у кого-то. И многие говорят, вот у них дома ребенок совершенно распоясался, да, командует над своими родителями, как же так? Ведь он там на самом деле не главный. И начинают возмущаться, обсуждать такую семью, да? Слышали когда-нибудь такое? Или вот, может быть, у вас такая самого ситуация, или самой есть дома, что все вышло из-под контроля, а контролирует вас ваш ребенок, сын или дочь. И, соответственно, вот то же самое у вас сейчас внутри, с внутренним ребенком. То есть вы человек взрослый уже, да, а ваш ребенок внутренний чувствует себя императором вашей жизни, управителем, самодуром, тем, кто задает здесь законодательство некоторое, да, и вы не можете ничего с этим сделать. Не вы его контролируете, а он вас контролирует. То есть если у него какие-то были обиды, психологические травмы, или он вообще сумасшедший, неважно. Важно, что вы с этим что сделать не можете. То есть он заправляет вами. Если он наоборот, ну, допустим, в хорошем состоянии, да, там, в умственном, добрый правитель, это еще ничего. Но он может быть настоящим тираном, и поэтому внутри вас поселился, может быть, некий вот такой вот император, да, который делает с вами все, что ему заблагорассудится. То есть управляет вами настолько, вот насколько ему это просто необходимо, нравится, там, я не знаю. Вы же, наверное, видели историю, различную историю, да, что в одних странах был хороший, добрый император, а в других настоящий зверь. Вот. Поэтому у каждого здесь может проигрываться по-разному. Вот напишите, какой у вас ребенок внутренний, каким он императором является, в какую жизнь вы сейчас, да, вошли, во что превратилась ваша жизнь. Вот если у вас в жизни хаос, значит, император самодур и издевается над вами. Если в вашей жизни порядок, хорошо, все гармонично, значит, император хороший человек, да, но все-таки ребенок заправляет вами. Хорошо. Вы скучали по этому, когда были маленькими. Давайте посмотрим, почему вы скучали, когда были маленькими. Карта «Мир». Ну, мир может означать здесь, что вы скучали по состоянию гармонии и мира в душе. То есть бывает такое, что карта «Мир» именно означает слово «мир». То есть вы, получается, жили в среде скандалов, да, и очень-очень скучали по мирному времени. Может быть, вы росли во время войны, конечно, такое тоже может быть, но на самом деле это не обязательно. В вашей семье могла быть постоянная негативная среда. То есть, там, не знаю, родители, может быть, дрались, там, ругались постоянно, орали друг на друга, понимаете? И, соответственно, вы очень скучали по тому блаженству, когда вы испытывали мир. Вы знаете, вот такое бывает, когда ты переезжаешь из одного места в другое, из одной семьи в другую, кочуешь по родственникам или там, по бабушкам, тетям. Ну, вот такие тоже дети бывают, когда твои родители, допустим, с тобой жили, потом тебя раз бабушкам отдали там, да? Или наоборот, ты жил у бабушки, у дедушки, потом тебя отдали скандальным родителям. Ты скучаешь теперь по бабушке и дедушке, которые были мирными, а теперь у тебя вокруг настоящий ад. Еще момент. Жили ваши родители мирно, спокойно, хорошо, а потом развелись, и вы попали к отчиму, к мачехе, и там начался настоящий кошмар. Да? Вас кошмарили, скандалили с вами. И вы очень скучали в детстве по состоянию мира, гармонии
и тишины. Ну, вот так выходит. Хорошо, давайте посмотрим, есть ли что-то, что нужно решить. Ну, вот и с вашим внутренним ребенком, да? Есть ли что-то, что нужно решить? Вышла карта «Семерка жезлов». Интересная карта на самом деле. Есть ли что-то, что нужно решить? Здесь просто, видите, идет храм. Храм — момент поклонения. То есть это не совсем стандартная колода. И получается так, что раз у нас тут зал вот такой вот, да, представлен как бы, значит, у вас идет момент, ну, как испытаний в жизни, и эти испытания, они нужны для вашего опыта, и деваться как бы здесь некуда. И вот что нужно решить? Ну, просто принять эти испытания в жизни, да, и проходить одно за другим. Так выходит. Получается, вы проходите как бы посвящение, инициацию, поклонение идет высшим силам и, соответственно, доверие им. Это самое важное в вашей жизни сейчас, да, что довериться высшим силам, что они дают вам только самое лучшее, неважно, испытание это или подарок. И, соответственно, вот как я вижу, да, что если вы будете какую-то аскезу держать, ну, там, воздержание от чего-то, то процесс пойдет гораздо лучше. То есть получается, что вам нужно решиться на это. Если вы начнете себя ограничивать в чем бы то ни было, вы будете испытывать меньше в жизни трудностей, чтобы пройти, ну, другое посвящение. Одно посвящение можно заменить на другое в вашей жизни. То есть получается, что когда вы проходите испытания, да, они вам даются только потому, что вы не взяли себя в руки в других вопросах. Ну вот как говорят, да, если человек не занимается физкультурой, здоровым образом жизни, не держит диету, то он болеет. То есть он там лежит все время, да, кушает только жирное или сладкое, он все равно заболеет. Почему он заболеет? Ему болезнь дается в назидание, чтобы он взял себя в руки. Если он взял себя в руки заранее, да, ему сложно и тяжело там воздерживаться от еды, это его аскеза, или там старается себя заставлять заниматься спортом, это тоже его аскеза. Он страдает, но другим способом. Вот. Либо страдает от болезни, то есть второй вариант, да, может от нее умереть. И получается, страдать можно либо по выбору своему, если вы примете это решение, либо ну, уже стихийно, да. Вот мне кажется, вам нужно этот момент решить в вашей жизни, что вам страдать стихийно или по своему собственному усмотрению. Но страдать придется в любом случае. Вот как бы так получается, выбрала ваша душа прийти на эту землю, да, что нужно получать опыт. А вы знаете, любая душа приходит на землю, чтобы получать опыт, проходит испытания. То есть вы не исключение из правил, а вы как раз-таки нормальная стандартная ситуация. Как ваш внутренний ребенок влияет на вашу жизнь? А здесь у нас вышла карта принцессы мечей, кстати. Кстати, показывающая именно кого-то очень маленького, молодого, там, да, вот юного. И это тоже вот интересный такой момент, потому что тут такая еще восточная культура, да, вот представлена. И получается, ваш внутренний ребенок, ну вот как он влияет на вашу жизнь? Первое, да, он никому не доверяет. Вот сразу говорю, ему нужно все обязательно проверить, да. Он знает, что он ожигался уже в этой жизни на доверии, и поэтому, естественно, первое, он никому не доверяет, и это влияет на вашу жизнь в любом случае. Учитывая, что ребенок император, он управляет вами полностью, он и есть правитель вашей жизни, вы его не можете ослушаться, поэтому у вас явные проблемы с доверием. Вот. Вообще, сама по себе эта карта, это богиня Солнца, Аматерасу, и, соответственно, она покровитель воинов, женщин-воинов, и она юная, она красивая, но, естественно, она строгая.
естественно, строгое. Поэтому ребенок очень строго влияет, вот внутренний ребенок, на вашу жизнь. Вы становитесь более строгим человеком, особенно по отношению к другим людям. Не нежным вовсе, не добрым, а строгим, понимаете? То есть это ваш внутренний ребенок, он строгий. И да, на самом деле все это благодаря именно испытаниям. То есть ваш внутренний ребенок травмирован, он прошел много испытаний, он больше не доверяет именно потому, что его очень сильно подводили люди, и он не позволяет вам это делать, он постоянно с неким прищуром, да, находится, и когда люди новые появляются в вашей жизни, вы можете их совершенно не принимать, хотя вам это, допустим, нужно там по работе или по жизни, просто там вам нужны любимые люди, друзья, но вы не можете побороть своего внутреннего ребенка, травмированного, да, и приказать ему, чтобы он их принимал. То есть идет внутренний душевный конфликт у него, да, и, соответственно, опять же, это духовный воин, он может победить себя, и он может стать спокойным. Просто ему нужно научиться себя контролировать. Вообще здесь у нас император сидит и богиня Аматерасу, они могут себя контролировать. А вот можете ли вы? Вот в чем вопрос. То есть вот дошел ли ваш внутренний ребенок до того, чтобы научиться себя контролировать? Он же все-таки ребенок. И вот это мне, конечно, очень интересно. Ответьте на этот вопрос, контролируете ли вы себя и можете ли вы доверять людям и выстраивать с ними нормальные отношения. Вообще подпускать их к себе. Вот в чем вопрос, да? Хорошо, идем дальше. Вот что хочет сказать вам ваш внутренний ребенок. Что вам хочет он сказать? Давайте посмотрим. Что же вам хочет сказать ваш внутренний ребенок? И вышла карта Королева Кубков. Ну, очень красивая, да, Королева Кубков здесь вообще потрясающая, конечно. Вот Таро Путь предков, интересная такая колода, крупная. И смотрите, ну, что он хочет сказать? Он хочет сказать, что любит вас. Ну, это совершенно точно. Все-таки Королева Кубков, она прекрасна. Она очень нуждается в любви, и она любит сама. И ваш внутренний ребенок, он хочет вам сказать, что он любит вас и очень нуждается в вашей любви. И вы сейчас, возможно, рассердились на вашего внутреннего ребенка, что он, как вам кажется, может быть, даже мешает вам жить, но это не так. На самом деле он всегда нуждался только в любви. И наш император, Самадур строгий, да, и наша богиня, они нуждаются в любви в любом случае все равно, несмотря ни на что. Все мы нуждаемся в любви, какой бы титул или статус мы не надевали на себя. И поэтому вот что он хотел бы вам сказать, да, ну пожалей меня, ну посочувствуй мне, ну полюби меня и прояви ко мне душевность какую-то, тепло, да, прояви ко мне тепло. Вообще я понимаю так, что Королева Кубков, она обладает невероятными способностями и талантами, и проницательностью, и спокойствием, и также притягательностью, да, такой вот человечностью самой по себе, преданностью, верностью в любви. И, соответственно, внутренний ребенок, он говорит так, что ты можешь быть вот таким человеком, и настоящим мечтателем, и тем, кто действительно стал любимым для других, обзавелся связями и может любить сам. Но только полюби меня сначала, своего внутреннего ребенка. То есть дай мне этого тепла, ведь я люблю тебя все это время. И ну вот как могу, забочусь о тебе, там, да, как могу, проявляю в твою сторону ответственность, управляю тобой, потому что, ну как, я же люблю тебя. То есть это вот его такая гиперопека, контроль над вами. То есть ваш внутренний ребенок начинает становиться даже вашим внутренним родителем над вами, да, просто потому что считает, что вы не справляетесь, понимаете? И, соответственно, ваш внутренний ребенок, он неизвестно, может быть такой вот весь, строит из себя взрослого, играет роли взрослого. Но на самом деле он ребенком и остается, и нуждается в чем? Нуждается в тепле, любви и понимании. Вам это нужно прям взять и дать себе отчет в этом. Хорошо. Как вы можете поддержать своего внутреннего ребенка? Ух ты, карта начала выпадать, давайте посмотрим. А здесь у нас король священных кругов. Ну, что я могу здесь сказать?
Замечательная карта. Вот, кстати, шамана, да? Я бы назвала его все-таки каким-то шаманом. Согласитесь, вот он очень похож на шамана все-таки индейского. И мое мнение здесь, что это какое-то все-таки не просто ваше взросление, да, а умение брать на себя ответственность. Более того, нужно зарекомендовать себя перед вашим внутренним ребенком. То есть раз мы видим здесь вот такого дедушку-шамана, мы понимаем, что нужно научиться защищаться, нужно научиться понимать, что высшие силы на вашей стороне, и привлекать их на свою защиту, на защиту своей энергетики. И получается, ну, я вижу здесь, что вы можете взять себя в руки, преодолеть любые испытания, которые сами себе, да, чините, дисциплинировать себя, устранить вредные привычки, постараться взять аскезу, да, то есть там контролировать свои какие-то жизненные процессы, очень серьезно относиться ко всему, что происходит, и молиться, то есть, ну, почувствовать, что вы связаны с Богом, что вы доверяете Богу. Вот чем больше вы будете постоянным человеком в своих каких-то решениях, в своих привычках, в своем ежедневном быте, чем быстрее вы организуете пространство вокруг себя, чем больше вы будете стремиться к тому человеку, каким вы хотите стать, тем быстрее вы поможете вашему внутреннему ребенку. То есть ему нужна ваша надежность, ваша защита и ваше тепло. Вот вы знаете, вот эта карта, король кругов, да, священных кругов, она показывает нам вот такую вот, знаете, вот как именно непоколебимость. Это защита всего племени, да, вот этот товарищ. Он уже такой в возрасте. Вот вам нужно показать, что вы взрослый человек этому внутреннему ребенку, и сказать, что это вы его отец или мать. Ну, даже если вы женщина, вы все равно являетесь символом отца для этого ребенка, или там просто опоры такой мощной. И, соответственно, чтобы не он вами управлял, а вы не то, что уж им управляли, а проявляли лидерство и настойчивость в его присутствии и храбрость, понимаете? То есть вот вы так ему можете помочь. Ребенку нужны родители, а не ребенок должен становиться родителем, да? Помните об этом. Ваш внутренний ребенок всегда маленький. Он остался маленьким навсегда. Как вы можете сделать своего внутреннего ребенка счастливым? Дьявол. Интересная карта. Дьявол здесь выпал. Именно дьявол. Как вы можете сделать своего внутреннего ребенка счастливым? Освободить его, конечно. Разве может быть несчастен тот, кто находится счастлив тот, кто находится в плену? И разве может быть несчастен тот, кто является свободным? Вот смотрите, дьявол — это настоящее порабощение, да. Вы должны отпустить друг друга. Вот что ваш внутренний ребенок пытается поработить вас, управлять вами, что вы в чем-то считаете, что он слишком, ну как, зависит от вас, привязан к вам. Он же не может, мол, выйти из меня, да, значит, я им владею. На самом деле, вот счастлив он будет только, когда станет свободным. Знаете, что нужно сделать? Нужно погрузиться в медитацию, встретить своего внутреннего ребенка и освободить друг друга. Ну, то есть сказать, что каждый из вас волен делать, что хочет, жить свободно, и никто никого не пытается поработить, контролировать, да, там, издеваться над вторым и так далее. А именно любите друг друга, и это свободная воля любви. Вот вам надо хотя бы в медитации вот это сделать. Что еще означает дьявол? Это различные кармические связи, это неоплаченные долги, нерешенные проблемы и потери себя. Причем потери себя из-за кого-то. Как сделать счастливым вашего внутреннего ребенка? Перестать себя наказывать, перестать над собой совершать некоторые виды насилия, да? Постараться решить те проблемы, которые у вас накопились, и ну, не привязываться к другим людям или отвязаться от других людей. То есть тогда ваш внутренний ребенок станет абсолютно счастлив и свободен, когда вы освободитесь от излишних каких-то чьих-то привязанностей и ну, кому-то, да, перестанете быть привязанным или к каким-то местам, может быть.
И главное, себя и перестать обвинять и наказывать. Вот это очень важно, перестать самобичеваться. Тогда ваш внутренний ребенок будет очень счастлив. Ну вот такой ответ дали карты по первой позиции. Надеюсь, что вам это помогло. Пишите, помогло ли вам. У нас все-таки тут как психологическая такая консультация, да? Давайте посмотрим позицию номер 2. Работа с вашим внутренним ребенком у нас сегодня идет. И первый вопрос нашего расклада. Что сейчас чувствует ваш внутренний ребенок? Давайте посмотрим. Так, 5 кубков. Ваш внутренний ребенок на сегодняшний день очень сильно разочарован, предан. Вот смотрите, здесь идет действительно состояние потери, разочарования, причем убежденности в том, что все люди предатели и очень плохие. Они обязательно издеваются над другими и хотят только зла другим. И абсолютное отсутствие веры в добро окружающих людей, что не бывает хороших людей и все тут. То есть вот ваш внутренний ребенок, он полностью разочарован именно в людях. И, соответственно, это значит, что он все время грустен, он печален, он все время плачет. Вот что сейчас чувствует ваш внутренний ребенок? Разочарование и слезы, вот и все. Он очень грустен, ему очень плохо. Он у вас в плачевном состоянии, в ужасном состоянии. Он черный, ну как, вот черная энергетика у него, понимаете? То есть у него вот настолько все, вот он темный вот весь, он, понимаете, вот он весь истощенный, измученный, и вот он настоящий страдалец. Хорошо. Хотя ничего хорошего. О чем вы скучали, когда были маленьким ребенком? О чем вы скучали, когда были маленьким ребенком? Умеренность, умеренность. Но умеренность — это карта потрясающая, конечно. Она показывает всегда очень сильное добро. Вы скучали, когда были ребенком, по добру, чтобы кто-то был к вам добр. Вы скучали по хорошим, добрым словам, которые могли бы вам сказать. И, ну, может быть, по тому, чтобы кто-то мог вас обнять. К вам, возможно, совершенно мало проявляли душевного тепла и заботы. И, соответственно, ну, карта умеренность, да, это карта ангела-хранителя, несмотря на то, что у нас тут есть, ну, такой, да, индейцы, получается, индейская культура. И здесь она у нас там воду льет, да, из одной чаши в другую. Как ритуал какой-то, может быть, совершает, хороший, теплый. Но обычно умеренность — это ангел. И, соответственно, я так понимаю, что вы нуждались в защите, вы скучали по тому, когда вы ощущали момент безопасности. То есть вы, скорее всего, все детство чувствовали себя не в безопасности, в опасности именно, как будто вы постоянно подвергались опасностям, и вы не ощущали спокойствия. Соответственно, вы очень скучали по тому времени, когда вы бы ощутили защиту, спокойствие и добро окружающих людей. Получается, что с вами жестоко обращались, и добра никто просто не мог проявить, непонятно по какой причине. То есть добро, оно бесплатное, и не такое уж оно сложное, чтобы его проявлять, но почему-то никто не решался проявить к вам никакого добра и участия. Или делали это в очень малом количестве. Вот вы скучали по этому моменту, что, скорее всего, ну, кто-то когда-то проявлял к вам добро, и вы когда-то чувствовали себя в безопасности. И вот вы вспоминали это и постоянно скучали по этому моменту. Вспоминали и скучали, вспоминали и скучали. То есть вот так вот ваше детство и прошло. Есть ли что-то, что нужно решить с вашим внутренним ребенком, да? Какую проблему нужно решить? 6 кубков. Но здесь идет момент обучения, понимаете?
и момент прошлого. Шестерка кубков, карта, показывающая даже некий момент посвящения от ученика, от учителя к ученику, да. И ну что нужно решить, это все-таки усвоить, во-первых, свои уроки от внутреннего ребенка, а во-вторых, получается, что ну, у вас было очень много отрицательных эмоций в прошлом, и осталось очень много негативных воспоминаний. И это значит, что нужно оценить прошлое по-другому. Ну, то есть выделить там хорошее, оставить для себя, плохое все, ну, постараться, может быть, как-то удалить, стереть, или перестать хотя бы испытывать из этого досаду, неловкость, проработать свое прошлое. То есть, да, это нужно решить, потому что оно вас мучает, вы страдаете из-за этого. Может быть, вам нужен гипноз. Вы знаете, вот у психолога, когда погружают с помощью гипноза в прошлое и смотрят, а что вас так там сильно травмировало, да, вот. Потому что это воспоминания, которые постоянно вас гложат. И, соответственно, вам нужно с этим решать. Потому что прошлое на вас влияет сейчас, в настоящем. Ваше детство влияет на вас очень сильно, и это нужно решить. Конечно же, может быть, кто-то вас чему-то обучал в детстве. Ну, был такой учитель, и вам нужно усвоить эти уроки и оставить это хорошее, да, при себе, вот эти воспоминания. Но все остальное, вот я говорю, прям прорабатывать надо. Соответственно, вас оттуда дергает. Возможно, вы почему-то тоскуете, желаете воскресить что-то. Воскресите это в своих воспоминаниях, в медитации, и попробуйте ну, воспроизвести это, да, то, что вы хотите воскресить, воспроизвести, что вот оно происходит, и как бы вы реагировали на это. Вот попробуйте завершить этот гештальт, ну, то есть отреагировать самым лучшим образом и быть счастливым в этом моменте. Хорошо, давайте посмотрим, как ваш внутренний ребенок влияет на вашу жизнь. Четверка кубков, вы из-за него болеете. Ну, я не советую вам сейчас обвинить вашего внутреннего ребенка. Просто из-за того, что у вас происходило в детстве, такие большие травмы, и никто не проявлял к вам добра, вы теперь болеете. Болеете и вообще не знаете, куда вам дальше в жизни. Идет именно такой момент очень негативный. То есть ваш внутренний ребенок очень негативно влияет сейчас на вашу жизнь. Соответственно, он у вас грустный, он все время плачет, как он может хорошо влиять на вашу жизнь, да? Соответственно, у вас духовная подавленность из-за вашего внутреннего ребенка, и вы считаете, что вы не способны к самовосстановлению. Вы отказываетесь от исцеления, которое вам на самом деле дано. И болеете, понимаете? Только вот берете и болеете. И, соответственно, любые ваши болезни, недовольство жизнью или даже ваша лень, депрессия, усталость, это все идет только от внутреннего ребенка. У вас даже может быть половое бессилие. И может быть даже психическая болезнь, если честно. Потому что вы очень травмированы. Вы не способны сейчас оценить свои достижения, а это очень плохо. Нужно научиться хвалить себя. У вас даже могут быть зависимости различные, такие как алкоголь, там, наркотики. И вам следует задуматься над своей жизнью. То есть ваш внутренний ребенок настолько вас травмировал, ну, вернее, не он, а ваше детство, да, настолько он сам травмирован, ваш внутренний ребенок, что он крайне негативно влияет на вашу жизнь. Крайне. Вам нужно его прорабатывать. Нужно войти в медитацию, встретиться с внутренним ребенком и поговорить с ним, встретить его с объятиями, со слезами, поплакать вместе с ним, порадоваться вместе с ним, поиграть, если он нуждался в игре совместной, или проявить к нему тепло, добро, сказать ему самые лучшие слова, если он нуждался именно в этом, понимаете? И дать ему почувствовать себя в безопасности, представить ситуации, где он чувствовал бы себя в безопасности, этот внутренний ребенок.
Вот что вам нужно сделать как минимум. Это как минимум. А как максимум все-таки пойти к психологу, да, или там к гипнологу, что-то там повыковыривать. Но хотя бы поработать с собой, это очень важно. Что бы вам хотел сказать ваш внутренний ребенок сейчас? Карта мага. Ты можешь все. Ваш внутренний ребенок считает, что вы можете абсолютно все. Преодолеть любые трудности в жизни, распоряжаться своей жизнью, обрести себя и на самом деле добиться всего, чего только желаете. Ваш внутренний ребенок считает вас очень талантливым и способным человеком и восхищается вами как тем, кто вырос. И несмотря на его печаль, вы многого достигли. Просто не замечаете этого, но достигли. И вам нужно научиться быть эгоистом, восхищаться собой, любоваться собой. Он так считает, и он хочет сказать вам это. И больше всего он хочет сказать, что вы невероятно талантливы и способны на большее, чем сейчас. Он видит ваш потенциал, невероятный потенциал. И он хочет толкнуть вас к тому, чтобы вы развивались, чтобы вы шли на поступки, настоящие поступки. Вот так. Ну, хорошо, давайте идем дальше. Как вы можете поддержать своего внутреннего ребенка? Прямо сейчас, да, как вы можете поддержать? Принцесса жезлов. Ну, принцесса жезлов такая необычная карта. Она тут изображает Древний Египет, да, Древний Египет и богиню. И, соответственно, ну, как вы можете поддержать вашего внутреннего ребенка, так это все-таки иметь чувство собственного достоинства. А там история произошла. Вот, вы знаете, тоже такая интересная история спасения. То есть получается, что вот эта богиня Нефтида, она спасла, получается, из какого-то из какой-то очень негативной ситуации, да, кого-то. И получается, возможно, вам нужно тоже научиться спасать. Ну, то есть быть богиней или богом жизни, а не смерти, вот так. И если вы кого-то любите, лучше бороться за эту любовь. Если вы что-то в этой жизни хотите, лучше научиться бороться за это. Но не агрессией, а любовью. То есть вот, понимаете, вот именно так. И вот, может быть, вам нужно просто иметь вот это вот, знаете, такую, как самоуверенность такую, да, уверенность в себе. И научиться управлять собой. Ну, то есть понять, насколько вы привлекательны, насколько вы можете распоряжаться своим телом, как вы этого хотите, насколько вы можете помогать людям, видеть разницу между добром и злом, культивировать добро в себе, и тогда добро окружит вас. Вот что-то такое, мне кажется, вот это Нефтида вам тут рассказывает, да? Хорошо. И как вы можете сделать своего внутреннего ребенка счастливым? Карта сила. Вот видите, сила. Если вы обретаете силу, если вы справляетесь с внутренними страстями, то ваш внутренний ребенок будет абсолютно счастлив, абсолютно. Вообще карта сила – это внутренняя сила наша, да. Вот он сейчас ощущает себя слабым, а вам нужно с ним подружиться, приручить его, да, вот приручить к своего внутреннего льва и сделать его сильным, вашего внутреннего ребенка. И тогда вы обретете силу. Вот смотрите, женщина с львом сидит рядом спокойно. Вам тоже нужно научиться с вашим внутренним ребенком сидеть спокойно, не бояться его, потому что вы его уже боитесь. Вам кажется, что он несет вам только горе и разочарование. Вот. И, соответственно, если вы успокоите вашего внутреннего ребенка, подружитесь с ним, или будете просто себя рядом спокойно с ним чувствовать, успокоите его, дадите ему, да, спокойный сон, то будете и сами спать спокойно.
Вам, вот если вы плохо спите, кстати, нужно прям представить, как спит хорошо ваш внутренний ребенок, и причем не боится темноты, и тогда вы тоже будете в этой жизни спать спокойно и не бояться темноты. И то же самое с любыми вашими ограничениями. Что вам кажется, у вас не так? Попробуйте найти это в вашем внутреннем ребенке, и в медитации именно там это и успокоить, и убрать. И тогда это уберется, скорее всего, из вашей жизни. И еще раз вам повторю, что если вы чем-то больны, это именно от вашего внутреннего ребенка, то, что он страдает. Если вы его успокоите, вам нужно представить, как вы исцеляетесь, или как он исцеляет вас, и вы выздоровеете. Приобретайте уверенность в себе, любовь к себе, любовь к людям, добро к людям, и вы увидите большие результаты. Ну, вот такой ответ дали карты по второй позиции. А мы идем с вами дальше к позиции номер 3. Работаем с вашим внутренним ребенком. У нас такая психологическая консультация Таро. И первая карта у нас, что чувствует сегодня и сейчас ваш внутренний ребенок. Да? Давайте посмотрим. Так, что ощущает ваш внутренний ребенок? Двойка мечей. Он молчит. Вот вы знаете, он старается быть нейтральным и молчать. Он старается быть сконцентрированным, погруженным в себя, быть нейтральным, или вы его заперли где-то. И он даже не старается вырываться оттуда, а просто находится в состоянии вот такого, вот, не знаю, какого-то пассивного созерцания. Получается, назвать его счастливым невозможно, назвать его несчастным невозможно. Скорее, он ощущает себя в безвыходном положении, и не более того. Он как будто бы нерешителен, ваш внутренний ребенок. У него может быть депрессия, но он ее не показывает и скрывает именно от вас. Соответственно, он молчаливый, он замкнутый, он скрывает свои какие-то внутренние переживания настолько, что даже вы их не можете заметить, когда, допустим, даже если вы зайдете в медитацию, попробуйте поговорить с вашим внутренним ребенком. Просто увидите вот такую отвернутую спину и не более того. И нет желания с вами разговаривать. Вот и все, понимаете? То есть вот он так вот погрузился в себя. Почему вы скучали, когда были маленькими? Принц мечей. Ну, во-первых, принц мечей — это какой-то мужчина. То есть тут скорее по кому вы скучали, когда были маленькими? По папе. Вот, это вот сразу же, да, здесь карта показала. Ну, а что еще тут может быть, да? Вот принц мечей, кто это? Это воин. Может быть, вы скучали по тому, как вы можете подвигаться, попрыгать, побегать, поорать, высказать все, что вы думаете. То есть вы тоже, может быть, скучали и по этому моменту, если уж по чему вы скучали, да? То есть по кому это? По отцу, почему это по моменту, когда хочется двигаться, орать, бегать, то есть выразить как-то себя и рассказать о своих чувствах. Вообще это карта управления эмоциями, и, соответственно, вы бы очень хотели в детстве управлять своими эмоциями. И на самом деле вы были очень агрессивны внутри. Вот, поэтому вы скучали потому, чтобы выразить свою агрессию, выразить свои чувства. Но никто вам не давал этого, никто не давал вам в детстве ничего выражать, никаких своих чувств. Вас сделали все более замкнутым человеком. Вас старались заткнуть, запереть, ограничить, сказать там цыц, да, ши, молчать, тихо, не надо, не бегай тут. Вот что такое? Вы скучали, может, даже потому, чтобы побегать, да? Хорошо. А есть ли что-то, что нужно решить сейчас? Ну, вот с вашим внутренним ребенком. Какая проблема тут должна быть решена? Это у нас двойка священных кругов. Ну, тут момент общения вообще, я бы сказала, с медведицей-защитницей или медведицей-тотемом, или медведем-тотемом. Что нужно у вас решить, да? Это все-таки проблему с духом-защитником. Вот я считаю, что вы на сегодняшний день не ощущаете этой защиты, вы не ощущаете своего соединения с высшими силами, с родовыми каналами, и вам нужно вот это обязательно решить.
вы не ощущаете своего ясновидения, яснознания, которое у вас есть на самом деле внутри. То есть вы, по сути, имеете способности, но вы их не ощущаете, и вам нужно решить этот вопрос, потому что нужно себя все-таки научиться активировать, да. У вас есть дух-покровитель, и вам просто нужно с ним пообщаться. Вам нужно уравновесить мир физический и мир духовный, это важно. И тогда у вас наладится материальная жизнь, да, то есть материальное положение, богатство придет к вам, как только вы уравновесите материальный, физический и духовный мир. Вообще у вас давно просится ваш тотем или ваш дух-защитник, но вы его как будто не слышите, и вам нужно его услышать. Это ваша основная проблема, что вы не имеете контакта с духом-защитником. И вот что нужно сделать: пообщаться, выйти на контакт, садитесь в медитацию и вызывайте своего духа-защитника. Он к вам придет в любом обличии, не обязательно в обличии медведя, в любом. И вы с ним пообщаетесь, вот каждый день общайтесь, и вы увидите большие результаты в вашей жизни. То есть у вас вот так это все идет, да? Интересно. Как ваш внутренний ребенок влияет на вашу жизнь сейчас? Восьмерка жезлов. Он влияет на вашу жизнь очень активно на самом деле и торопит события. Вот вы знаете, он сам по себе отвернулся, он замкнут, но он очень мечтал всегда быть подвижным, да, и бегать, и скакать, и кричать. И, скорее всего, вот так он и влияет сейчас на вашу жизнь. Может, вы стали каким-то уж больно резким человеком, поступки все совершаете слишком импульсивно, все торопите, нигде не ждете, например, да. То есть в нем это всегда было, он у вас заперт, ему право слова не давали. Но вы сами теперь под его влиянием можете оказаться слишком гиперактивны или слишком риски. И все торопить, да, под его влиянием все торопить. Соответственно, может быть, вы про людей очень быстро выводы делаете и отметаете любые их доводы. Стреляйте, не разбираясь, как говорится. Что хочет вам сказать ваш внутренний ребенок? Сейчас посмотрим. Итак, что он хочет сказать? Королева мечей. Ну, королева мечей, это, знаете, это очень хорошая такая карта богини. И он, ваш внутренний ребенок, он хочет сказать о ваших каких-то способностях, да, о том, насколько вы на самом деле способны к тому, чтобы контролировать свою жизнь и добиваться ваших целей. И на самом деле он восхищается вами как человеком и видит в вас божественное начало и очень серьезные, опять же, экстрасенсорные способности. Вы знаете, вот по сути, это богиня творения и за нами. И, соответственно, эта карта, она говорит, что вы, ну, вот как будто бы вы тоже могли бы что-то сотворять, да, вот как ваш внутренний ребенок, он считает, что вы можете тоже активировать в себе процесс творения и сделать свою жизнь именно по образу и подобию, да, как говорят. Вот, то есть вы можете испытывать радость от творческого процесса, гордость за свои творения, создавать что-то из ничего. И ваш внутренний ребенок видит ваши таланты в этом. Вам нужно позволить тому, кого вы любите, вырасти в его собственных глазах, то есть растить не только себя, да, но и ваших окружающих. И, соответственно, восхищаться всеми, потому что вы это можете делать. И ваш внутренний ребенок считает, что вы можете восхищаться людьми, что вы можете делать людей лучше. И он хочет вам сказать, что просто делайте других лучше, просто будьте к ним добры и радуйтесь за свое творчество, восхищайтесь тем, что делаете вы, будьте горды своими достижениями. Вот что он хочет вам сказать. Он на самом деле заботится о вас, а вовсе не хотел бы вам там зла какого-то или еще что-то. Помните об этом, что он любит вас. Просто, может, даже сам не знает об этом. Как вы можете поддержать своего внутреннего ребенка? Туз кубков.
Но туз кубков показывает, что нужно именно выразить ему свою любовь и даже нареветься вместе с ним. Поэтому садитесь в медитацию, обнимайте и плачьте, и признавайтесь в любви своему внутреннему ребенку, кричите ему, как вы скучали, дайте ему побегать, порезвиться, подраться, да. И если даже он хочет побить вас кулаками, пусть он это сделает, он маленький, вам не будет сильно больно. Но самое главное, чтобы он выразил свою внутреннюю агрессию, смог сделать то, что он хочет, да, и потом обнять вас и сказать, как сильно он вас любит. То есть вам нужно вот это все обязательно проработать. Но поддержать своего внутреннего ребенка вы можете только любовью. Туз кубков — это самовыражение, это творчество и любовь. Вы выражаете добрые намерения к другим людям, им выражаете свои эмоции правильные, особенно добрые, ну, там, заботу, внимание. И также точно вот ваше творчество, его нужно выразить, потому что у вас есть и творчество, и способности. Туз кубков, он и о способностях говорит. И вот вам нужно все это просто взять и выразить. То есть выразить не агрессию, да, недоверие там, к этому миру, а именно выразить любовь и творчество, и экстрасенсорные способности. То есть ваш внутренний ребенок-то видит вас именно это. Как вы можете сделать своего внутреннего ребенка счастливым? Карта Солнца. Быть самому счастливым. Ваш внутренний ребенок будет счастлив от того, что вы счастливы. А еще ваш внутренний ребенок любит Солнце. Если вы поедете куда-то, где тепло, будете больше находиться на солнце или просто в свете, в ярких лучах, или там, где все сверкает, ваш внутренний ребенок будет счастлив. Попробуйте сходить на улицу, где есть много фонариков красивых, там, да, сейчас все украшено. Попробуйте украсить очень красиво свой дом. Ваш внутренний ребенок, он будет, как любой ребенок, радоваться огонькам. Солнце, да, солнце, вот что-то сверкает, что-то яркое, что-то блестит, и ему все будет нравиться, он будет счастлив. Поиграйте с ним в это. Вот попробуйте, как маленький ребенок, радоваться. Солнце — это всегда радость, как у маленького ребенка. А еще идите вверх. То есть развивайтесь в жизни, посвящайте себя тому, что вам нравится. Если вы внутри актер или актриса, а занимаетесь там медициной, попробуйте все-таки записаться в театральный кружок. И идите вверх именно по пути своего сердца. Вообще ваш внутренний ребенок, он будет просто радоваться всему, что вы радуетесь, из игр особенно, да, то, что вы играете. Там любые яркие вещи, вот, которые вы видите перед собой. Или если вы бегаете по берегу моря или озера, может быть, резвитесь с друзьями, играете в мяч. Вот это все он будет очень счастлив. Ну вот такой ответ дали карты по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.